Так. Еще раз, вот стрелкой покажите, пожалуйста, земля, да? Вот она, земля. Ага. Земля. То есть черный цвет означает потусторонний мир под землей, где тоже звери. Ну да, всякие нечистые. Вот. И, собственно, поэтому вот так вот делали на пяточке. Цвет может быть черным и... Цвет может быть черным, может быть а еще может быть вот здесь черный, видите? Не на черном, но уже декор делающий. Как это можно сделать? А может быть вот так. Видите, что здесь разноцветное? Да. То есть как бы аппликации, да? Оно, да, как будто из лоскуточка, ну не как будто, а это собрано из лоскуточка. То есть вы сначала отметьте себе вот эту штуку. Вы сначала нашиваете, вот здесь вот какой белый нашив, да? Желтый нашив. Потом нашивается здесь вот желтый, да? То есть прям сверху нашиваем, да? Можете прям сверху, можете прям собрать его, Да. наборную сделать. Вот. А в этом случае, вот в этом случае, здесь прям подобно-то, пришито, наметано, то есть прямо на туле, прям наметано, пришито они, металлами. Так, вот здесь вот что-то там, да? Здесь вот что-то, да? Да. И вот здесь вот еще, и здесь вот еще как-то прикольно, а здесь уже черный. Здесь вот похоже на черный, прям, здесь вот видно, что на черный что-то такое. Здесь вот белое, здесь вот зеленый даже какие-то, да? А черный. Вот вы прям подойдете, посмотрите. Здесь вот черный, то есть на черной, значит, на черной ткани, значит, выложен здесь вот желтый ромбик, здесь белый ромбик, это черное. И вот здесь вот синенькие такие эти, да? Ага. И вот это вот синенькие. Но они как? Они просто накладывают? Не просто наложены они, просто наложены. Даже края ничего не подобно? Ничего не подобно. Нет, края подобны-то. И стык, получается, их сшиваешь между собой. Да. Еще раз покажите от пятки. Вот от середины пятки. Да, от середины пяточки. Вы меряете до колена. Колено, серединка, чашечка. Прям, вот, можно даже поверх колена. Почему? Потому что у нас еще будет завязка, смал, да? Вот эта вот завязочка. И эта завязочка, она будет приходиться вот прям под коленкой. То есть, где наша икра заканчивается и под коленкой. Я не знаю, вы носили гольфы? Я вот помню гольфы, когда значит, те, которые они ниже, они спадают, слетают, а те, которые высокие под коленку, в них ходишь, они не слетают. Это оставляем открытым. Мы делаем шов ровно до тех пор, где у нас для розалии будет у нас декор. А это место оставляем открытым. Это мы потом зашьем. Почему? Потому что будем декорировать в трубу закрытую. Готовьтесь. Вот. Еще что-то хотела сказать про это, да? Ну вот, значит, смотрите, ну вот мы, значит, сшили и вот так вот сложили, да? Сколько занимает место декор? Сколько занимает место декор? Вот по ширине, вот он занимает вот всю вот эту часть, то есть половину. Всю вот эту часть. Сейчас фотографию буду найти. Грубо говоря, 20 сантиметров. Да, 20 сантиметров, да. 18-20 сантиметров. Сейчас переваривайте. Еще вопрос пока не забыл. А вот канвас, как шов сшивать? Вот, да, я вот это хотела сказать. Вот какая. Да. Шов, туда, шов. То есть припуск, грубо говоря, да? 2 Мы сантиметра. его не декорируем, потому что, зачем? Лишнее.
Вот это вот. Значит, как вы делаете на вашем, да? У вас канвас, вы прям делаете шов, ну, как на ткани, с припуском. Разутюжку. В разутюжку. Мгм. Почему? Потому что вы сделаете шов, да? Вот сделаете, и у вас вот с изнанки получится вот так вот. Когда в разутюжку будет, у вас на пятку натирать не будет. Как бы вы свободно не сделали, но нам нужно сделать так, чтобы нам было удобно ходить. Все-таки если мероприятия, иногда бывает, что мы целый день ходим, иногда и 2-3 дня, недели мы на каких-то фестивалях ходим. Так ведь? Вот. Вопрос. А вот это вот место, вот на канвасе, именно на канвасе, вы можете оверлушить. А, все, вот. Я оверлушу. Оверлуш. Да. То, что сыпется. Ага. Можно оверлушить. Да, вы просто имейте это в виду, что складочки получатся, если вы однотонную будете делать. Вот, значит, вы сейчас вырезаете там либо кусочками, либо там какой-то момент, ну, сколько вам надо, вырезайте. Давайте вот до сюда. Да, давайте, До да. сгиба. Да, до сгиба. Подставите другой. Получается, эти кусочки просто накладываем. Они просто накладываются, да, они просто, вот там они просто накладываются. Ну вот, если следующий кусочек вы какой-то другой накладываете, вы можете подогнуть его, например, да, вот так вот подогнуть, да, ну, чтобы по форме там это как-то. То есть вот это вот место можно лоскуточками вот выйти, да, вот. И вот этот еще момент. раз объясните, вот сколько расстояние должно быть? Где-то сантиметр, да? Ну вот Отступать? смотрите, у вас же вот эта заготовка Да, есть, мы да. уже пляшем от этой От неё, заготовки, да. Вот вы приложили вот со сгибом, да, вот так вот приложили ее, вот так вот приложили, и чуть побольше нужно сделать. 0,5. Да, ну где-то 0,5, много не надо, да. А вообще ее можно широкую и потом еще сделать. Да. То есть это будет вот выглядеть вот так вот. Вот так вот это будет выглядеть. То есть мы будем открывать вот эти вот зубчики, и уже оранжевая ткань видна. А если мы здесь выложим еще лоскуточками, то Вот типа прорезная аппликация. вот это прорезная аппликация. То есть мы надрезали, поняла? На по косой. Но это мой эксперимент. Это мой эксперимент. А Азат Салаватович, он говорил, по прямой. Раньше делали по прямой. Почему? Потому что, когда выкраиваем по косой, там расход ткани совершенно другой. Поэтому все экономно, все это. И, как правило, это делали не из нового, отрезали не из нового отреза, там, а от лоскуточков, которые остаются там от шитья платья или еще что-то. Поэтому вот для вот этих вот буру, называются они, да? Буру, да, буру, от слова бурурга. Заворачивать, да? Вы отрезаете вот здесь вот сколько? Сейчас я как строительной линейкой померяю. 1,5. Ну вот 2. 2 сантиметра. Вот. Сделайте по прямой. Значит, я прямой подойду. Вот у вас же есть примерный эскиз? Да. Да? Вот у вас же есть примерный эскиз. Например, вот эта вот линия у нас вся будет из... Ну вот, это вот один лоскуток, да? Одна полосочка будет. Мы будем, вот примерно нужно померить, да, вот сколько вот здесь вот, ну, примерно так приложили, померили. И мы вот это вот место, то есть померить надо примерно. 10. Да, и отрезать. Но когда вот просто вот такие вот, мы просто нарезали полоску длинную, будем ее заворачивать, и раз, когда нам уже она не нужна будет, мы чикнем. Потом есть еще такие вот, да, вот такие вот S-образные. Здесь тоже мы будем начинать, здесь тоже можно из целой полосочки, значит, начинаем отсюда, и, значит, пошли вот сюда вот. Почему я вот на этом примере остановиться хочу? Потому что вот здесь хорошо бы сказать, вспомнить Зубида Апайна, да? Это у нас придуманный персонаж. Она бы сделала, вот начала бы с серединки и, значит, завернула бы сюда бы, и
и завернул, потом, значит, до сюда дошила бы, потом завернула бы сюда бы, и, значит, вот так у нее получилось, потому что у нее эскиза нет. А ей надо симметрично. А ей надо симметрично, то есть она начинает от середины. Потом, значит, отсюда она примерно начинает, с середины, противоположную сторону. Отсюда, значит, здесь вот хвостик так вот висит, ну, потом посмотрим, и отсюда. А здесь уже тоже от середины, здесь уже легче ей, тоже от середины сюда и сюда. То есть мы можем отмерить, пришивать, а можем от большого кусочка, ну, нашивать, не отрезая, нашивать, потом раз так чикнуть. Здесь вот даже вот видно, какие-то вот они зашли сюда, а этот вот уже целый находит на этот конец, значит, прячется конец. Вот здесь вот тоже, например, вот шили, и вот здесь вот отрезали, да, а вот этой линией, вот этой вот линией, этот кончик и закрыли. Да, видно. А вот когда они... Сантиметра. Она, наверное... Ее, значит, мы делим вот так вот пополам. Это вот про это говорит. Да, ее делим пополам. Потом, значит, эту часть к центру, эту часть к центру. И вот так вот. Вот в таком виде она должна быть. Ну, как это, как... Слушай, ниточки с иголочкой приготовьте, чтобы у вас ниточка была, ну, длинненькая, не коротенькая. Вот у нас, значит, вот это вот место, вот мы сложили, да? Вот у нас получилось. Видно, да? Так. Вот завитушечка. Вот мы как раз прошивали, мы делали так. Прошивали? Да, мы прошивали. И потом уже накладывали. У нас там никто нас не учил, мы просто так. Сами, да? Да. Так. Ешсам там, я не знаю. Как фотку открою, везде стоит аптрайм. Когда я сам, да? Ну, там Зацепила. то сторону, то еще что-то. Везде, на то там За краешек зацепила. Здесь вот можно несколько раз. Еще раз. Вот так вот. Зацепила. За краешек. Теперь вот у нас где линия прочерчена? Вот она линия прочерчена, да? Вот. И мы возвращаемся в эту же точку. И дальше идем по линии. Вот выводим иглу, где вот у нас линия. Вывели. Вывели. Затянули. Вот она у нас где вышла. Теперь, значит, вот эту тесемочку мы подцепляем за краешек. Подцепили. И в эту же точку мы иголку-то и уводим. Как дорожка по ней идешь. Да, как дорожка. Почему говорила, что вы только начало сделаете, потом, значит, опять по дорожке опять мы сюда и подцепили, значит, мы вот это вот. И у нас получается вот это вот прям стоит. Как розочка. Напоминает какой-то кулинарный этот. Да. Что-то бывает, это так, рулет, что ли, вот что-то. И мы возвращаемся в эту же точку. И мы возвращаемся в эту же точку. И дальше, значит, мы выводим иголку дальше по линии, по дорожке. Подцепляем тесьму. И вот она у нас, видите, заворачивается. Вот она у нас завернулась, и дальше уже можно прям плотно мы вот делаем вот так вот завиток. То есть мы пришиваем вот так вот завиток. Объемно Да, получается. он получается такой высокий, да, фактура получается объемный. А потом, когда у нас уже все такие завитки будут готовы, мы можем утюгом прям припарить, и они такие красивые получаются. Ну вот здесь вот плоско. Да, вот как здесь раз. уже, Здесь да, сукно, скорее всего. да, нет, здесь Ткань, да? ткань. А. Здесь вот, знаете, здесь вот, ну, во-первых, там тесемочка, она высокая. Просто вы схему поймете, пришьете, какая будет, вы не можете уже тесемочку. И она как-то выложена, вот уже в конце выложена в сторону, то есть раскрывается как
она плотно, плотно, плотно друг к другу пришивается. И вот здесь прям вот видно, что Вот она стоит. Ну-ка дальше есть. Вот здесь вот прям тоже видно, что стоит прям вот она. Вот она выпуклая такая штучка стоит. И вот здесь вот она. Вот она пошла. Вот это вот дома доделайте. Потом доделаете, ну, вот здесь какие-то кускарчики. Если черную ткань, можете вот такую вот добавить черную ткань. Ну, то есть вы доделаете, вы набиваете руку на этом. Значит, вот сейчас я еще покажу другой способ. Вот, для этого тоже мы возьмем. Этим способом можно пришивать полосочки, такие же полосочки, как вот, например, мы брали, да, вот сюда вот эти вот. И можно пришивать еще полосочки из сукна или драпа, но те уже мы сделаем пока такую широкую. Такую широкую. Да. Вот это вот можно уже вот прям выложить так, вот узор прям можно выложить, как вот нужно, например. Да? Вот мы также в центр выведем. Можно начинать от центра, а можно начинать, если здесь вот есть, например, такая вот линия, вот такая. Можно начинать с этой линии, вот отсюда. То есть здесь не важно, как мы будем начинать. Если широкая у вас тесемочка, можно ее, ну, как-то вот сложить вот так вот. Так вот сложить. Я не складываю, в общем. Вот ее можно вот так вот. Так. И в эту же точку мы возвращаемся. Селочек попала. Сейчас. Вот. И она у нас вот так пойдет. Вот, вернулись, чуть-чуть отогнули и выводим опять же на эту линию, вот на прочерченную у нас. Вывели. И вот, значит, у нас что получается? Мы ее будем плоско пришивать. Новый способ. Да, плоско. Сначала мы... Я как-то так встать хочу, чтобы камера. Мы вывели. Подцепили один краешек. Подцепили один краешек. И вернулись в эту точку. Вернулись в эту точку. Дальше мы движемся дальше. Вывели. Подтянули. Теперь мы подцепим другой край. Подцепим другой край. И возвращаемся в эту же точку. То есть у нас получается так, что мы вот эту тесьму то с одной стороны подцепляем, то с другой стороны подцепляем. Но идет шовчик у нас по одной линии. Так, давайте вот сейчас покажу. Значит, вернулись. У кого-то телефон просто. Вернулась обратно. Затянула. Потом опять возвращаемся. Вернее, идем дальше по начерченному у нас. И подцепляем вот эту вот этот краешек подцепляем. Вот этот край подцепляем. И возвращаемся в эту же точку. Вот. Ну, понятное дело, что стежочки будут помельче. То есть это именно для выкладки какого-то орнамента с расстоянием? Да, с расстоянием. Да, с расстоянием. Точно таким же способом можно, ну, понятное дело, что сначала вот выкладываем, потом уже это.
Таким же способом можно вот эти вот полосочки из драпа сделать, из сукна сделать. Их просто мы вот прям нарезаем полосочками такими, тоненькими. И так пришиваем. Тоненькими, ты знаешь, 5 миллиметров где-то. Не больше. Не больше, даже если даже не меньше. То есть вот здесь Ну, его, может быть, мы и не будем, Еще когда один просто, вариант. да, когда просто не по линии, вот не по этой линии делали, а так вот как есть. Вот выкладывали и пришивали. Выкладывали, это самый простой. Ну, так вот выложили. Ну, если мы вот делали по линии, и у нас как бы вот он такой вот, ну, как бугорочек такой, как холмик такой, да, как лежачий полицейский получался, то другой способ, его точно так же мы делаем, то за одну сторону, то за другую, но мы делаем... Обычно пришиваем. Ну, обычно, да, обычно Плоско пришиваем, будет. да. Здесь, сюда вот мы, потом вышли вот сюда, вот на эту сторону вышли, потом сюда вот то есть вышли. не с краю, а с двух сторон. Как бы. Да, с двух сторон. Уже нет одного Да, линии да, пути да, вот да, это нарисовано. Нет. Да, да. Третий способ. Здесь вот тоже вот объем получается, а здесь уже плоско. Здесь вот объемчик тоже такой аккуратненький получается. Ayaktı yaktıyken buraya yürür vaktıyken. Ayaktı yaktıyken buraya yürür vaktıyken. Ayaktı yaktıyken buraya yürür vaktıyken. Bunda yelek kubiken ayı vuruyor iken. Bunda yelek kubiken ayı vuruyor iken. Bunda yelek kubiken